Сейчас на связи со студией «Дождя» журналист из Армении Арман Сулейманян. Он только что вернулся в Ереван из Гюмри. Арман, здравствуйте. Скажите, на какой вы ноте уехали, что называется? Разошлись ли митингующие? Митингующие разошлись, но чтобы понять события в Гюмри, коллеги, я бы хотел маленькую ремарку все-таки сделать. Инциденты, связанные с военнослужащими Российской Федерации, происходили в Гюмри и ранее. 2 года назад на территории полигона, прилегающего к военной базе, подорвались и погибли 2 ребенка. Полигон не был огражден, но командование военной базы не только не наказало военных, но и просто проигнорировало официальные жалобы местных жителей. Еще в 1999 году 2 пьяных солдата, вооруженных АК-74, вышли в город и начали расстреливать всех, кто попадался им по пути. В результате 2 человека, Вагинак Симонян и Давид Согмонян, погибли, а 14 были ранены. По законам Армении убийцам грозило наказание вплоть до пожизненного заключения. Но российские военные не выдали их и переправили в Россию, где они якобы предстали перед военным трибуналом, о расследовании которого, впрочем, как и наказание, известно мало. То, что произошло 2 дня назад, это очередной российская сторона, именно военные перешли Рубикон. Как можно защищать подозреваемого в убийстве 6 человек? Лично я, как журналист, не верю, что можно пройти полгорода от базы. Точнее, я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть. В части не была дана тревога, то есть никого не заинтересовало, почему этот военный с калашником вообще бродит по городу. Потом это убийство, на которое официальные лица Армении начали говорить, что якобы он хотел стакан воды, ему не дали, потом он там всех расстрелял. То есть глупость за глупостью, которую особо уже никто и анализировать не хочет. Вся суть в том, что руководство военной базы реально прикрывает убийцу. Причем убийцу не просто на какой-то там военной теме. Да? Если бы, например, он застрелил сослуживца на территории военной базы, тогда можно было это все как-то понять. Но в данном случае преступление совершено на территории Армении, в городе. Самое ужасное преступление за последние 15 лет, которое есть на моей памяти. И, говоря простым человеческим языком, его крышуют. Крышуют не только российская сторона и руководство базы, но и армянские чиновники. Скорее всего, это бесхребетность. Сегодня настроения были самые разные, я вам скажу. Были люди, которые верили в то, что он просто маньяк и мог бы это сделать. Другие не верили. Основная часть демонстрантов были молодые. Досталось всем. Реально досталось всем. Сперва начали с консульства Российской Федерации, значит, в Гюмри, забросали яйцами. Потом пошли к прокуратуре. И дальше по инстанциям добрались до базы, было выстроено 4 кордона армянских полицейских, все 4 кордона были прорваны демонстрантами. Уже в 50-70 метров от главного входа в базу нас остановили уже полицейские в щитах, в касках и с дубинками. Среди демонстрантов выявились какие-то лидеры, которые сказали, что излишних новых жертв никому как бы не надо, мы вперед не пройдем. И ультиматум демонстрантов, он достаточно ясен. Нам нужно, чтобы человек, совершивший преступление, или, по крайней мере, подозреваемый на данной ситуации человек, был выдан армянской стороне в течение 22 часов. Завтра в 2 часа будут похороны. После похорон я, честно говоря, с трудом представляю, сколько человек может собраться. Я уверен, что их будет в разы больше, чем тех, которых я видел, собственно говоря, сегодня. Коллеги? Скажите, Арман, как руководство Армении может повлиять на ход этих дальнейших событий? И может ли, по вашей оценке, кроме этой фразы, в принципе, достаточно дежурной, что расследование берется под личный контроль президента, мы со своей стороны в России тоже часто слышим такие заявления, но это не означает, что расследование будет введено до конца, может быть, в Армении иначе. Как звучали ли какие-то еще заявления, и как дальше могут развиваться именно на этом уровне события, как вы думаете? Заявлениям никто, честно говоря, не верит, потому что они просто бесхребетные. Давайте проведем параллели с Грача Арутюня, который непреднамеренно на КамАЗе убил 18 людей. Да? Он сделал это не намеренно, не из автомата, но и тем не менее его судили в России. Да, было сложно, да, было трудно, да, было горько, но мы все понимали, что преступление совершено на территории России, соответственно, оно должно судиться
по законам России. Тут также все предельно просто. То есть в сети везде все адвокаты разного калибра прекрасно понимают, что если человек вышел с боевого дежурства, покинул территорию части, то есть он уже не представляет российскую сторону, прошел полгорода, зашел под утро в квартиру, расстрелял жестоко 6 человек, он не может просто крышеваться на территории российской базы, вы понимаете? То есть выходят российские военные, скрывают подозреваемого в тяжелейшем убийстве человека. Этому не может быть оправдания. Я просто в шоке, я не могу понять, какое оправдание можно этому придумать. Конечно, демонстранты прекрасно понимают, что если есть заинтересованность с российской стороны участвовать в расследовании, ради бога, то есть российская сторона, прокуратура, я не знаю, там остальные чины могут быть в процессе. Но лично у меня, как у журналиста, есть реально серьезные вопросы. Как он умудрился 21 патроном убить 6 человек, и почему он оставил автомат? То есть если он шел в сторону Турции, так, по крайней мере, говорят официальные лица, то каким нужно быть придурком, чтобы застрелить 6 человек, бросить автомат, бросить, значит, ботинки с надписью «Пермяков» и потом без оружия идти в какую-то сторону. Вопросов уйма, несметное количество, но на данный момент никто не хочет вообще входить в эту дурацкую полемику с официальной стороной, как Еревана, так и российской стороной. На этот вопрос, вероятно, должно дать ответ следствие. Вопрос в том, действительно, какое это следствие будет. Скажите, если сейчас, допустим, российским и армянским официальным лицам удастся договориться и, допустим, к примеру, предположим, суд и, соответственно, следствие будет вестись армянской стороной, это удовлетворит в целом народ? Или возмущение происходящим, вы говорите, что это не первый инцидент, хотя инцидент такого масштаба, трагическое такое событие, тем не менее, таково, что в принципе люди говорят, что нам не нужны, допустим, российские военные в Гюмри, пусть они уходят и так далее. Чего требуют протестующие, помимо того, что они требуют выдать вот этого Пермякова, и требуют ли они чего-либо еще вообще? На данный момент сформирован вполне конкретный ультиматум. Это 22 часа завтра до 17:00 властям как российской, так и армянской стороны дан ультиматум. Ребята, сядьте, позвоните, там, не знаю, по скайпу, по телефону, решите один простой вопрос. Если вам нечего скрывать, и этот человек действительно является убийцей, в чем я лично как журналист очень сомневаюсь, потому что у меня уйма вопросов, то давайте организуем суд на территории Армении. Тем самым вы докажете простую истину, что, по крайней мере, мы поймем, зачем он это сделал. Я лично думаю, что тут обеим сторонам есть что скрывать. Я сейчас затрудняюсь сказать какую-то версию. Возможно, это продажа оружия, наркотиков. Я просто не понимаю, за что можно убить 6 человек, в том числе двухлетнюю девочку. То есть объяснить это тем, что его могли запомнить, и он из страха их просто убил, тоже вон выходящее. Поэтому на данный момент, если будет принципиально принято решение судить Пермякова, то очень многие, даже среди демонстрантов, не позволят провокаций. И мы наконец-то, хотя бы первый раз в нашей истории и вообще в истории этой базы поймем, зачем было совершено это преступление. Я уже не говорю о том, что любой уважающий себя офицер должен был подать в отставку. И вот это наплевательское отношение со стороны руководства, которое мало того, что не подает в отставку, мало того, что никак не комментирует, так они еще и держат его на своей территории и еще грозятся. То есть армянские полицейские говорят: не приближайтесь больше, а то вас застрелят. То есть кого еще хотят застрелить? Вот в чем вопрос. Арман, спасибо. Это был журналист из Армении Арман Сулейманян. Он был на связи со студией «Дождя» из Еревана. Я отмечу только еще, что у России осталось с советских времен 4 зарубежные военные базы, и одна из них в Гюмри.